Музыкальной летописью Отечественной войны народа Абхазии по праву можно назвать песни войны. Они рождались в окопах и в тылу, поднимали бойцов в атаку. С этими песнями народ Абхазии выстоял и победил. Песни нужны были не только солдатам, но и родным и близким, которые верили и ждали. Первый день съемок третьей и последней серии музыкального фильма журналиста Эма Ходжа и режиссера Тимура Кучуберия под названием «Песни нашей победы» прошел в селе Нижняя Шера на железнодорожной станции. Проект посвящен памяти первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. Творческой группе предстоит как можно точно передать атмосферу солдатских привалов. Та же военная форма, гитара, костер и те же песни, пронизанные чувством гнева и стремлением к борьбе. Идет дождь, но непогода не мешает съемочному процессу, наоборот, придает достоверность происходящего. Тимур Кучуберия успевает репетировать с актерами, давать им ценные советы и одновременно вести съемку. Ты вот так вот руку положишь и голову опустишь вниз. Это хорошее выражение лица, как раз подходит все, что ты мастер. Понадобится 40, а то и 50 дублей и более 10 съемочных дней для того, чтобы из большого рабочего материала был выбран самый удачный видеоряд конкретной песни. А потом авторы фильма, как и в первых двух проектах, совместят постановочные съемки с кадрами хроники и редкими фото, документами того времени. Над грозным городом раскаты гуляет буря между скал. Мы заряжаем автоматы и переходим перевал. Место для съемок выбрано не случайно. Во время войны возле живописной деревянной железнодорожной станции Эшера проходили ожесточенные бои. Шаг за шагом бойцы абхазской армии продвигались к столице, к Сухуму, теряя своих боевых друзей. Фронтовые песни получают новое звучание благодаря профессионализму музыкальной группы «Ама Рекордс». Композитор и аранжировщик, автор множества современных абхазских хитов Анри Гумба говорит, что творческий процесс идет быстро. Уже записано 3 из 10 песен. Возможно, многие услышат их впервые. Сейчас идет съемка над видеорядом к песне Аркадия Кархалава. Был такой, который во время войны написал немало песен. Вот, мы работаем над его песней. Вторая песня у нас новая, то есть мы написали новую песню. Вот, и как-то она у нас получилась так, что мы ее в числе первых написали, и вот идет работа над ней. И также песня на кабардинском языке. Для музыкантов работать над фронтовыми песнями – это большая ответственность, но и огромная радость. Перед ними стоит задача не испортить, сохранить оригинальность песен, но и подарить им новую жизнь. Все военные песни, они имеют, в таком жанре бардовском играются, и поэтому здесь все песни невозможно в этом стиле выдержать. Стараемся делать так, чтобы население наше, общественность, молодежь в основном, как-то в таком стиле, в таком жанре, такие аранжировки делать, чтобы они были современными, чтобы их люди могли сейчас слушать, и молодежь могла слушать. Эти юноши – ровесники Победы. Они знают о войне от пап, дядей, дедов. Но поют фронтовые песни так, словно сами пережили месяцы, полные трагизма и трудностей. Это наш третий фильм. И, как бы это сказать, начинали мы давненько. И у нас был длительный перерыв, и несмотря на прошедшее время, я все еще чувствую некоторое волнение от всего происходящего. Отец был командиром Гумисинского 2-го батальона Гумисинского фронта во время нашей войны, да. И все мои дяди тоже так же воевали. И могу сказать, что это как бы является неким наследием для меня. 3 года назад, в 2011 году, когда начались первые съемки музыкального фильма, Эма Ходжа и Тимур Кучуберия не знали, что из этого получится. Компания «Аквафон» их идею поддержала и стала главным спонсором музыкального фильма. Проект превзошел самые смелые прогнозы. Он живет и объединяет людей разных поколений. Многие знают военные песни наизусть. Они слышны из машин, из окон домов и в День Победы. Проект «Хархарва Рехабы» занимает особенное место в череде проектов «Аквафон». Обусловлено это той патриотической, эмоциональной составляющей, которую несет проект зрителю.
Самое главное качество проекта, как мы это видим, это объединяющий момент этих композиций, этого видеоряда. Это то, что мы пережили 20 лет назад, и то, что мы должны передать подрастающему поколению. Молодые люди должны знать эти песни и хранить память о героях Отечественной войны, говорит ветеран Зураб Джинджоля. Чтобы дети наши тоже знали, что это было, зачем это было, и чтобы помнили. Не только мы, но и те, которым мы дали жизнь. Потому что все, что было сделано тогда, и та жертва, которая была принесена, она была только ради этого, для того, чтобы они жили. Военные песни, вошедшие в 2 предыдущих проекта, собирали полные залы в городах и районах Абхазии. Гастрольные туры «Песни нашей победы» в живом исполнении были организованы в Турции и Нальчике. И везде успех. Третий, завершающий этап музыкального фильма абхазский зритель увидит 30 сентября, в День Победы и независимости. Елена Лулуа, Роберт Ломя для событий недели.